Здравствуйте, с вами программа «Новый день» и я, Вероника Павлова. Чебоксарец Никита Васильев вернулся из двухлетнего велопутешествия. Но не один, а с боевой подругой, с которой познакомился в Новосибирске. Анастасия Сафонова променяла спокойную и размеренную жизнь на путешествие и даже уволилась с работы. Последние 2 года Никита Васильев колесил по миру на велосипеде. За его плечами несколько десятков российских регионов и зарубежные страны. На двухколесном коне он побывал в Казахстане, Монголии, Китае, Вьетнаме и Таиланде. Более 30 тысяч километров Никита преодолел в одиночестве. Однако в Сибири к нему присоединилась девушка Анастасия Сафонова. История знакомства молодых людей оказалась необычной. Я работала на радио «Комсомольская правда», просто новостником, и писала про него, репортаж сделала. Вот написала и забыла. Когда он был в Камбодже, мы с ним уже начали очень плотно общаться, и примерно в это время он мне предложил поехать с ним дальше, когда он приедет в Россию. Совместный старт был дан в Барнауле. Специального снаряжения у Анастасии не было. И в дальний путь ее собирали всем городом. Неравнодушные люди помогли с велосипедом. Насте, как истинной девушке, хотелось взять с собой все необходимое. Поэтому походный рюкзак перед поездкой прошел строжайшую ревизию. Сейчас будем ревизию у Насти делать. Что нужно, что не нужно. А вот это что такое? Это первое велопутешествие Насти. Девушка признается, на первых порах было тяжело, но Никита поддерживал и всегда был рядом. Вон там Настя едет. Подъемчики тяжелые пока даются. Но все равно нормально едет, не останавливается. Медленно, но верно. А вот родители Насти изначально были против этой авантюры и пытались отговорить. Променять комфортную жизнь на походную романтику решится далеко не каждый. Однако со временем все сомнения отпали, признается девушка. Родители есть родители, их можно понять. Это велопутешествие, это не на автобусе проехать. Поэтому сначала они не хотели, конечно, чтобы я ехала, но поняли, что меня отговорить невозможно. Сейчас уже хорошо, спокойно относятся. Скучать по работе Анастасии не пришлось. В каждом новом городе их встречали журналисты. Сейчас приходится самой давать интервью. К новой роли девушка привыкла быстро. Молодые люди планируют до весны остаться в Чебоксарах, перевести дыхание и подготовиться к новым путешествиям. Вообще люди, которые часто путешествуют, намного счастливее и реже болеют. Это доказали ученые. Покупка нового автомобиля, ювелирных изделий или электронной техники, по мнению ученых, не приносит длительного чувства счастья. А вот новые впечатления навсегда остаются в памяти. Поэтому самое лучшее лекарство от депрессии – путешествие. К тому же регулярный отдых снижает риск сердечного приступа и укрепляет сон. В ближайшие выходные чебоксарцы смогут посмотреть на запуск космического корабля и отправиться в путешествие по Вселенной. 29 сентября в ДК имени Якова Уксая пройдет мультимедийное шоу для детей и взрослых. Посетители ждут призы и интересные интерактивные площадки. На этом у меня все. Хорошей вам недели. Но завтра будет новый день.